день, уважаемые коллеги! Развивающаяся быстрыми темпами цифровизация в сфере обучения предъявляет нам, учителям, новые требования в развитии академических навыков онлайн-формации. В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом развития у учеников читательской грамотности. В начале прошлого учебного года по итогам мониторинга выявились некоторые западающие цели по чтению, и я задумалась о превентивных действиях в режиме онлайн для моих вновь пришедших учеников 7 класса, а также о способах решения уже выявленных проблем 8-10 классов. Читательскую грамотность мы развиваем как на уроке, так и во внеурочное время. Развивая читательскую грамотность, мы развиваем умение находить и извлекать необходимую информацию из текста, интерпретировать информацию, осмысливать и давать ей оценку. Для развития читательской грамотности можно применять технологии развития критического мышления, рефлексию, развивать интерес при помощи инсценирования, а также применять ИКТ, что позволяет многие вышеперечисленные способы проводить в режиме онлайн. Способов много, но какие же окажутся наиболее эффективными в моем случае? Каким инструментом решила воспользоваться я для решения данной проблемы? Поскольку цель моего профессионального развития звучит как развитие когнитивных навыков через применение интерактивных заданий, изучив информацию по данному вопросу, я решила использовать эти интерактивные задания на различных стадиях работы с текстом. Хотелось бы сразу уточнить, что в данном контексте представляют из себя интерактивные задания. Это интерактивные системы или компьютерные программы, созданные специально, чтобы вовлечь пользователя в обмен информацией. Какие возможности дают мне интерактивные задания в развитии читательской грамотности учеников? Во-первых, ученики погружаются в интерактивную среду. Кроме того, зачастую у таких заданий присутствует соревновательный момент, что помогает сохранять вовлеченность и мотивацию студентов. И, безусловно, сопутствующая визуализация помогает восприятию и созданию ассоциаций. Как уже упоминалось, интерактивные задания могут быть использованы на любом этапе урока чтения. До начала работы с текстом нам может понадобиться Pre-Teaching Blocking Vocabulary. В этом мне очень помогает платформа WordWall. Можно сопоставить слова с картинками, с дефинициями, сопоставить две части предложений. С целью активации уже имеющихся знаний учеников можно применить Ordering или расставить события по порядку и Categorizing. Очень полезна эта платформа и для работы с вокабуляром, выведенным из текста. Это могут быть задания на понимание значения слов и на понимание аналогий. Для развития навыков академического чтения я часто пользуюсь Google Forms. Эти задания нацелены на более старшие классы, в данном случае 10 при подготовке к внешнему тестированию. В задании ребята получали напоминания о стратегиях работы с данным типом текста и советы по успешному выполнению. Они могли в удобное для них время выполнять задания с возможностью увидеть сразу свой результат, а для меня с возможностью отслеживать результаты и планировать дальнейшую работу по западающим целям. С учениками 7 классов, кроме вышеперечисленных урочных форм, большое значение уделяла внеурочному чтению при помощи образовательной платформы RAS+, коллекции интересных и интерактивных книг небольшого формата, которые содержат художественную и документальную информацию разной тематики и жанра. Здесь чтение и прослушивание книг в соответствии с языковым уровнем и выполнение тестовых заданий помогают быстро развивать навыки чтения и понимания прочитанного. Учитель может следить за прогрессом как группы в целом, так и отдельного ученика. Отчеты обеспечивают контроль навыков учеников, их успеваемости и прогресса, активности на платформе, а результаты позволяют подбирать материал, направленный на работу над западающими целями. Книги для прочтения выбирались мной на основании КТП, и желающие ученики, кроме прочтения и выполнения интерактивных заданий, могли также поучаствовать в конкурсе и получить сертификаты. Так, например, в 7 классах по юниту Natural Disasters на основе книги Volcanoes, Tsunamis and Earthquakes был проведен конкурс лучшего чтеца. Таким образом, один из учеников в период с февраля по май прочитал 30, прослушал 10 книг, выполнил 49 квизов по книгам и вокабуляру, проведя на платформе 13 дополнительных часов, повышая уровень своей читательской грамотности. Конечно, стратегии развития читательской грамотности могут быть разными, и данные интерактивные задания могут быть с эффективностью применены не только на языковых предметах, но и учителями химии, биологии, физики и прочими. Очень надеюсь, что данный опыт окажется полезным для вас, готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание!